Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. 28 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Али Рахмон, во Дворце нации в честь священного и великого национального праздника 34-й годовщины государственной независимости Таджикистана вручил государственные награды, присвоил специальные звания ряду представителей силовых и военных структур страны. 28 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмом Али Рахмон, во Дворце нации в честь священного и великого национального праздника 34-й годовщины независимости страны вручил государственные награды, присвоил специальные звания ряду представителей силовых и военных структур страны. В ходе выступления на церемонии вручения наград глава государства, уважаемый Эмом Али Рахмон, высказал свои мысли о роли вооруженных сил, других военных структур и правоохранительных органов Таджикистана в достижении государственной независимости, а также в ее укреплении и развитии. Было подчеркнуто, что военнослужащие страны и сегодня вносят весьма важный и значимый вклад в процесс построения демократического, правового и светского общества, защиту рубежей Родины, обеспечение безопасности государства и общества, укрепление стабильности и спокойствия в обществе, а также правопорядка. Отмечено, что вооруженные силы и другие военные структуры Таджикистана являются детищем эпохи независимости и всегда готовы защищать независимость и свободу нашей любимой страны. Было подчеркнуто, что плодотворная деятельность и преданная служба военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов всегда высоко ценятся руководством государства и правительством страны. Глава государства, уважаемый Эмом Али Рахмон, отметил, что по доброй традиции каждый год в преддверии празднования годовщины независимости военнослужащим вооруженных сил, других военных структур, сотрудникам правоохранительных органов вручаются государственные награды и присваиваются высшие воинские звания. Глава государства напомнил, что служба в рядах вооруженных сил и правоохранительных органов – это служение государству, родине и народу Таджикистана, то есть служение матери для каждого молодого человека – это сыновний долг и в то же время является предметом гордости и чести, ведь созидательный труд народа во имя устойчивого развития государства и благоустройства родины, а также спокойная жизнь каждой семьи и каждого человека в обществе возможны только при условии установления безопасности, стабильности, правопорядка. Лидер нации, уважаемый Эмом Али Рахмон, обратился к военнослужащим и напутствовал их на любовь к своему народу и любимой родине. На торжественной церемонии вручения наград во знаменование 34-й годовщины независимости Таджикистана указом президента Республики Таджикистан группе военнослужащих были вручены государственные награды и присвоены звания. Так, в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, указом президента Республики Таджикистан о награждении сотрудников правоохранительных органов, судебной власти и военнослужащих за образцовую службу и достойный вклад в защиту конституционных прав граждан, борьбу с преступностью, поддержание общественного порядка, мужество и самоотверженность и государственные награды Республики Таджикистан, военнослужащие вооруженных сил Республики Таджикистан, группа отважных и мужественных лиц были удостоены очередных воинских, высших, классных и специальных воинских званий. В частности, на церемонии солдаты, офицеры и другие военнослужащие были удостоены почетных званий заслуженный работник Таджикистана ордена Спитамена второй степени, ордена Шараф второй степени, медали Джасорат, Хизмати Шоиста Шафкат и почетные грамоты Республики Таджикистан. Указом президента Республики Таджикистан в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан о присвоении специальных очередных высших военных очередных классных воинских званий группе военнослужащих и ответственным сотрудникам таможенной службы, прокуратуры Республики Таджикистан, Министерства обороны Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Республики Таджикистан и Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан присвоены высшие военные и специальные звания, в частности, специальное очередное звание генерал-полковника юстиции, высшее военное звание генерал-полковника, генерал-полковника гвардии, генерал-полковника милиции, генерал-лейтенанта, государственного советника юстиции третьей степени, генерал-майора юстиции, генерал-майора и генерал-майора таможенной службы.
Следует отметить, что в период независимости добросовестные заслуги ответственных офицеров и служащих, их плодотворная деятельность и образцовая служба всегда оцениваются главой государства, уважаемым Эмомали Рахмоном. На сегодняшней церемонии вручения наград лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, удостоил медали 4 рядовых солдат погранвойск за подвиги и доблесть в охране государственной границы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, особо подчеркнул отвагу и стойкость молодых солдат, их верность и высокую ответственность. По утверждению главы государства, именно благодаря доблести, отваге, бдительности и высокому чувству ответственности этим молодым людям среди тысяч солдат Родины были вручены государственные награды. В ходе искренней беседы, которую президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, провел с молодыми защитниками Родины, он дал им отцовские наставления, напутствовал молодежь на любовь к Родине-Матери, на верную и добросовестную защиту священной земли предков. От руководителей военных структур и правоохранительных органов было потребовано относиться к солдатам как к своим детям, вырастить из них всесторонне закаленные кадры. На церемонии вручения госнаград президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз поздравил всех присутствующих с вручением госнаград и присвоением очередных воинских и специальных званий. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на верное служение интересам государства и нации, обеспечение безопасности и стабильности края, обязательное соблюдение законности и порядка, то есть верховенство закона и неукоснительное выполнение требований уставов. В завершении церемонии вручения госнаград лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность в том, что военнослужащие вооруженных сил, других воинских структур и правоохранительных органов страны и в будущем направят все свои знания, навыки, опыт и возможности для благоустройства нашей любимой Родины, поддержания мира и стабильности в обществе, безопасности государства, мира и спокойствия жителей страны. С целью предотвращения насилия в семье и сохранения ценностей семейной жизни в Душанбе прошел круглый стол на тему регулирования семейных отношений в нормативно-правовых актах Республики Таджикистан, посвященный определению причин и факторов распада семей. Подробности в нашем сюжете. Управление по делам женщин и семьи исполнительного органа государственной власти города Душанбе провело круглый стол в рамках выполнения пункта 13 плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе по реализации государственной программы развития семьи Республики Таджикистан на 2024-2028 годы. Круглый стол был организован для обсуждения причин распада семей среди сотрудников правоохранительных органов и государственных учреждений, которые непосредственно занимаются профилактикой насилия в семье. В работе круглого стола приняли участие профильные специалисты, включая заместителя председателя города Душанбе Дильбаро Дилзода, судей суда города Душанбе, старшего помощника прокурора, инспектора по насилию в семье управления МВД-1 района Шох-Мансур. Также на мероприятии присутствовали представители управления здравоохранения, отдела записи актов гражданского состояния и различных учреждений, работающих в сфере защиты прав женщин и семей. Как отметили докладчики, круглый стол проводится на основе плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе по реализации государственной программы развития семьи в Республике Таджикистан на 2024-2028 годы и государственной программы по предотвращению насилия в семье Республики Таджикистан на 2025-2030 годы, которые были утверждены соответствующим решением главы города Душанбе. Эти мероприятия направлены на укрепление работы ответственных органов по защите прав и интересов членов семьи, стабильности семьи и установлению взаимного сотрудничества. Основной целью мероприятия стало обсуждение причин распада семей среди сотрудников правоохранительных органов и государственных учреждений, занимающихся профилактикой насилия в семье. Также было отмечено, что одной из ключевых проблем является отсутствие медицинского обследования перед заключением брака, а также браки, заключенные между родственниками, что может привести к рождению детей с инвалидностью и, как следствие, к распаду семей. В
ходе круглого стола акцентировалось внимание на необходимости укрепления нормативно-правовых актов, касающихся защиты интересов членов семьи. Участники обсудили меры по выявлению и предотвращению насилия в семье, а также пути улучшения стабильности семейных отношений. Таким образом, круглый стол стал важной площадкой для обмена мнениями и выработки рекомендаций по улучшению ситуации в сфере семейных отношений в Таджикистане. В Душанбе прошла рабочая встреча представителей городских властей, транспортных компаний и водителей такси, посвященная повышению качества пассажирских перевозок в столице. Мероприятие организовано в рамках плана мероприятий исполнительного органа государственной власти столицы по улучшению транспортного обслуживания населения. Подробности в сюжете моих коллег. На основе утвержденного плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе с целью укрепления уровня качества обслуживания в сфере общественного транспорта, соблюдения национальной культуры, правил дорожного движения, норм общения и профессиональной этики водителей, члены рабочей группы в составе руководства государственного предприятия Душанбе Наклиют Хадамат Расун, транспортного отдела аппарата председателя города Душанбе, ГУ МВД по городу Душанбе, управление государственного контроля и регулирования в сфере транспорта города Душанбе, проекта «Городская карта» и представители транспортных сообществ провели беседу с водителями таксомоторных компаний «Луча Авто» и «Ковион». Было отмечено, что профессия водителя, особенно водителя общественного транспорта, относится к сфере обслуживания и требует большой концентрации и внимания. На встрече с водителями были отмечены жалобы горожан на деятельность некоторых водителей, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров и при этом грубо ведут себя с пассажирами. Также обсуждались вопросы культуры общения, профилактики влияния чуждой культуры на молодежь и вовлечения молодежи в запрещенные движения. На встрече было отмечено, что согласно статистическим данным, количество пассажиров такси в городе Душанбе увеличилось. Это показатели свидетельствуют о том, что уровень жизни жителей и гостей столицы с каждым годом улучшается. Также спрос на услуги такси растет. За последние несколько лет парк общественного транспорта столицы был обновлен в соответствии с современными требованиями, и сегодня пассажирам предоставляются услуги нового общественного транспорта. В завершении встречи представители властей подтвердили, что развитие транспортной инфраструктуры и качество обслуживания пассажиров остаются важным приоритетом городской политики. Также водителям такси напомнили об обязательном ношении спецодежды, соблюдении правил дорожного движения, вежливом обращении с пассажирами. Городские власти продолжат мониторинг ситуации и работу по дальнейшему улучшению транспортного обслуживания в столице. В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан состоялось мероприятие с участием представителей средств массовой информации и пресс-секретарей по правильному освещению иммунизации против вируса папилломы человека. Напомню, что согласно постановлению правительства Республики Таджикистан от 24 июля 2025 года, с 1 октября текущего года в стране стартует первый этап вакцинации девочек в возрасте с 10 до 14 лет против вируса папилломы человека. Иммунизационная кампания среди девочек 11-14 лет продлится месяц. В дальнейшем такие прививки 10-летним девочкам будут проводиться на постоянной основе в рамках национального календаря иммунизации. Вакцинация будет предоставляться населению на бесплатной основе и пройдет в средних школах и медицинских учреждениях по месту жительства. Как отметила заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Зульфия Абдусамадзода, основная цель мероприятия – рассмотреть данные о пользе вакцины против вируса папилломы человека для обеспечения здоровья девочек-подростков, профилактики заболеваемости и смертности от рака шейки матки в репродуктивном возрасте. В этой связи, как врач-гинеколог, хочу напомнить, что только здоровая женщина может родить здоровых детей, которые являются будущим нашего государства и общества. Следует отметить, что президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поставил вопрос охраны здоровья матери и ребенка в центр социальной политики страны и принимает все меры для улучшения здоровья женщины и матери. Именно благодаря его неустанным усилиям сегодня мы достигли значительных успехов в снижении материнской и детской смертности, профилактике вакциноуправляемых заболеваний, внедрении современных технологий в диагностику и лечение пациентов. Внедрение вакцины против вируса папилломы человека и проведение массовой иммунизации против этого вируса является историческим шагом для нашей республики, поскольку мы присоединяемся к глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения по ликвидации рака шейки матки, добавила замминистра.
В микрорайонах и махалях столицы регулярно проводятся образовательные и социальные мероприятия различными структурами и органами. Очередное мероприятие в направлении развития рукоделия и укрепления идеологической работы было организовано Комитетом Народно-демократической партии Таджикистана в районе Шох-Мансур в махале Фалакон. С целью выполнения поручений и указаний лидера нации, председателя Народно-демократической партии Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, по ознакомлению с условиями жизни населения на местах, эффективному использованию приусадебных земель, заготовке достаточного количества продовольственных запасов на зимний период, а также по пропаганде и продвижению национальных обычаев и традиций, демонстрации народных ремесел, приготовлению национальных блюд, популяризации национальной одежды и возрождению добрых традиций предков был проведен визит партийных активистов по методу от дома к дому и от махали к махале в жилой дом и приусадебный участок жителя махали Фалакон района Шох-Мансур Усмонова Комильджона. В ходе данного мероприятия приняли участие заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана Абдулзода Умида, заместитель председателя города Душанбе Одилзода Дильбар, председатель исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Шох-Мансур, ответственные лица правительства района Шох-Мансур, представители партийных структур столицы и партийные активисты. В процессе мероприятия рабочая группа ознакомилась со состоянием приусадебных земель, их эффективным использованием, а также с производством и заготовкой продовольственных продуктов в семье. В беседе с членами семьи о продовольственных запасах на зимний период, целевом использовании земли и улучшении экономических условий семьи была выражена удовлетворенность. Вместе с этим членами семьи и другими жителями махали был организован показ народных ремесел, приготовление национальных блюд, демонстрация вышивки в национальных орнаментов, в том числе чакандузи, показ национальной одежды и других присущих народу традиций, которые были представлены на рабочей группе и участникам мероприятия. Уважаемые телезрители, на этом у меня все. Оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.